Конечно же. Э, Ссылки мне люди скидывали на другой канал, где идет так называемый батл целый день. Но, послушав немножко данные разговоры, понял, что истории и исторических процессов там почти что нету. Есть перекрикивание, это уже немножко не та сфера, где можно говорить «Ну, алейкум салам». Вот. И надеюсь, что мы сможем здесь с вами пообщаться более или менее, и заодно, конечно же, ответить на ваши вопросы, если они возможны. В плане истории, алейкум салам. Ну, это, конечно же, немножко непонятная ситуация. Ладно, не будем обращать внимания. Есть констатация фактов, а есть перекрикивание. Место, где перекрикивают и не слушают друг друга, это уже не эфир, это уже какой-то, как у Соловьева на передаче «К барьеру». Поэтому мы постараемся немножко в другом формате провести свой прямой эфир. Вот, хотя бы такой контакт надо иметь. Контакты иметь надо. Для этого и рассчитанные, как говорится, каналы, социальные сети. Но если в данной ситуации ты видишь, что дискуссии нету, а кроме выкрикивания и оскорбления ничего нету, ну, не знаю, каждому свое. Каждому свое, и я надеюсь, конечно же, что мы можем прийти к какому-то согласию непосредственно в исторической дискуссии или вообще общей такой наболевшей проблематике. Вот поэтому надоел этот Соловьев. Ну, поэтому постараемся пообщаться, поговорить. Конечно, если же будет желание. А так, вопросы, ответы, тематика очень важная и нужная. Если, конечно, мы видим конкретную аргументацию в данных вопросах. Да, упал Бог вообще не на эфире вообще. Это не контакт, а деградация. Ну, об этом я и говорил, конечно же. Невыслушивание, оскорбление, Саул, хорош. Но я надеялся, что была некоторая аргументированная, конечно, интерпретация, но, к сожалению, некоторые люди свойственно ошибаться. И, конечно же, когда ты видишь аргументы и на какие аргументы ссылаются твои оппоненты, тут уже, конечно, становится многое ясно. Но мы будем надеемся избегать вот данных. Деградация уже 2 года идет в комментариях. Пускай лучше будут видеть друг друга лица, и это только первый эфир, может, дальше будет нормально. Я не знаю. Была бы шла, но не со стороны братьев. Да, я заметил это, я немножко послушал, потом уже, когда запрос я 1 раз отправил, но запрос хотел
как бы внести, но не стал настаивать. Запрос у других, видать, принял. Ну и нормально. Поэтому я не люблю никогда напрашиваться. Как говорится, Алиев и Б. Нужно смотреть, конечно же, где больше, где меньше мы получаем. Я верю тому, что в моем сердце Бахасу. Лучше ты сам делай такие эфиры с нормальным видео у себя на канале. Рамазотип, так я приглашаю. С радостью приглашаю, говорю, но должно быть, есть одно правило. Правило самое простое. Показывать свое лицо. Больше ничего не надо. Надо просто показывать свое лицо, остальное. И само собой, мат, перемат, вот это, конечно, неконструктивный диалог, и мне это, в этом нету надобности. Даже если будет всего лишь 5 человек, я лучше поговорю с нормальными людьми, чем с людьми, которые там матерятся, перекрикивают, фуддюц, суддюц, дамахюк, самахюк, и так далее, и тому подобное. Поэтому в данной ситуации всегда преобладает, ва алейкум салам, преобладает разум и культурное общение. Тем более, тем паче в священный месяц Рамадан, когда дегдуется рдаться. Там дальше уже кому что, как желается. Так, и первый донат от сестры. Огромное спасибо, сестра, от души. Дай Бог, чтобы у тебя все было хорошо. Вот. Поэтому мы должны пытаться. Осман, есть что-нибудь новое, горячее, связи? Уж молодца, Осман. Умадитига, келумадуй. Есть какое-нибудь новое, горячее, кистинская информация. Так. Что? Ассаламу алейкум. Алхамдулилlah. Дикву делает там сани. Держаться дешу. Марнеш, хоб, швамаш, деш, донеш, деш. Все понемногу и само собой. Наша любимая, как говорится, изучение истории своего. В последнее время не успеваю здесь заходить из-за учебы. Учеба это самое главное, брат. Да, это был дешер кордон. Самый уешшим доне. Осман. Да, Аллах. Шабеш мог шмеш хилчане. Остальное учеба это самое главное. Остальные вопросы, касаемые каких-то важных культурных, исторических процессов, могут подождать. Учеба это важнее всего. Ну, важнее всего, конечно, верование Всевышнего Аллаха, а потом на втором месте учеба. Поэтому из-за необходимых факторов. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Это теперь страница для эфиров. Да, это страница для эфиров, та страница для непосредственно постов. Ну, мы, да, время от времени будем там тоже делать, чтобы не сбиваться. Ва алейкум салам, вайна атхалита. Мы будем пытаться делать и здесь, и там, но когда много постов делаешь часто, поэтому немножко сбивается ритм. Снять загрузку с того канала и здесь для прямых эфиров канал. А так, конечно, мы будем делать и там, и здесь. Щекуюча. Самое главное, чтобы мы находили какое-то
общий процесс общения, взаимодействия. Это самое главное. Да, здесь меньше норнийцев, здесь меньше любителей. Поэтому Башлам вообще давал. Это уже Бузуртанов давно сказал чудный. Дуканюцу эл алай буал эшбату, я не удивляюсь умадуй. Дела да цахом. Гуник дат дикник гудуй мугшмеш ламаз доит марха кобит Аллах дар. Китадель ума дат все тихо, султан. Келума дат он бодик дисла. Дадиш белшту дал амал ю. Маранеш до Каныч последний думает, он ще Каныч дала. Я уже, честно, и сбился с этого. Ай марха коп шайдако. Хама штук. Да, свобода. Теперь эшба, твоя голова уже. Конечно, ничего тут такого нету, я уже не удивлюсь. Так что, Эжри, здесь нету никаких проблем в том, чтобы отправить запрос. Мы никогда не убираем запросы, мы принимаем. Главное, что юх машгу, че волчу вистру шильчане. Ой. Амин везендер. Allah dal obal duel way do'nish way markhnash way lamash да геч дуэл куэн чужды кузму. Да, все понемножку. Жим. Старая гвардия, самые такие воины заходят, приходят. Ну, здесь, конечно, не такой высокий рейтинг, как на том канале, но это к лучшему. Мы не гоняемся за славой, за пиаром, но нам важна истина, да, Аллах. Истина одна, не может быть двух истин. И вот эта великая пресловутая наша хобба ситуация здесь не прокатит, конечно же. Поэтому мы будем стараться. Как и история одна, так и истина одна. Как Всевышний Аллах единый. Вот, основываясь на этом, будем пытаться продолжать свою работу, конечно же. Но я понимаю, что многие пытаются извлечь, взять что-то, крутить, вертеть, менять ситуацию. В последнем нашем с вами общении мы с вами говорили по поводу... Да, именно так. Мы говорили об экономических привилегиях нашего региона, о том, что нужно будет сделать в алейкум салам, в первую очередь на территории нашей Родины, на территории горной части, в образовательном плане, в демографическом плане. Конечно, не каждому могут понравиться какие-то, как говорится, идеи, но, вы знаете, мы люди разные, мнения разные. Мы будем пытаться найти лучшее для своего народа. Это в первую очередь быть единобожниками, быть единым в своем национальном, народном единстве. То есть это не политические возгласы, не политические призывы. Мы как бы здесь не занимаемся как бы политической партией и так далее. Нет, мы говорим в историческом плане, потому что дабы не делить наш народ,
на многие составляющие части, как многие этого пытаются. Честно сказать, и желания нету, чтобы у других это было. Пускай там каждый решает по-своему это у себя дома. В Дагестане они сами решают, в Кабарде сами решают, поэтому вы за это переживать. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Так что, если у кого-то есть вопросы задаем. Если кто хочет сделать эфир отправляем, ничего не меняется, стандартно. Показываем лицо, говорим, не материмся, не оскорбляем, а так остальное, я думаю, мы должны четко осознавать, что время войн закончилось, время созидать, строить, возрождать нашу нацию, наш народ, вести хорошие взаимоотношения с нашими соседями, экономические, политические, просто соседские хорошие взаимоотношения с теми людьми, кто, конечно же, понимает и дорожит этими отношениями. А тот, кто балаболит и любит балаболить вечно, пытаясь найти бревно в чужом глазу, этих людей мы, конечно же, оставим там, где они есть, ибо нету от них никакой пользы. И таких соседей лучше не иметь. Поэтому мы можем продолжать. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Вести свои дискуссии и свои дебаты исторические. Да, Аллах и сухетта на президент. Так что давайте, господа, продолжим. И задавайте свои вопросы. Если есть, по постам вы можете задавать вопросы. То, что пишут комментарии в постах, вы эти вопросы, после того, как написали комментарии, вы можете их точно так же задать в прямом эфире, чтобы отвечать на них, чтобы получить более понятный и развернутый ответ по этому вопросу. Поэтому мы, не отталкиваясь от всего того, что есть у нас в Башлам. Если я шпат в Ингушетии, значит, ты тоже можешь быть президентом Ингушетии. Вы знаете, желания у меня нету, алейкум салам, но судимости у меня нету. В принципе, я молодой, не такой уж и старый, но в президенты, не, спасибо, конечно, я как-нибудь здесь у себя. Боюсь, что на многих вопросах мы не сойдемся. Так что спасибо за предложение, но я откажусь, господа. Алла, нету. Правильно, Тигр Львович. Я смотрю, Тигр Львович, ты за моей жизнью больше наблюдаешь, больше запоминаешь, чем за своей. Все моменты, детали, просто все запоминаешь. Может быть, стоило бы заняться своей жизнью, а не моей. Я-то это повторю хоть миллион раз, я за это не переживаю. Есть вещи, которые говорить можно в эфире, а есть, которые не стоит. Поэтому ты не переживай. Я смотрю, ты за экономику, за бюджет, за мои какие-то политические достижения или там выдвижения. В принципе, ты как такой мини-Песков, только от моей кандидатуры. Однако, ты знаешь, необходимости в этом нету, к сожалению. Мы в президенты не баллотируемся. Тебе надо заняться своей личной жизнью.
Хотя ты недавно женился, думаю, что личная жизнь, возможность... Да, Зара, именно так и есть. Возможно, твоя жизнь будет намного интереснее, если ты ей займешься. Она будет такой разнообразной, хоть ты и такой же, как и я. Вот я и говорю, вы, рыжие, очень такие, знаете, думаете, что вы умнее всех, однако. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Аухир вежришка, салам машалду. Я всех рад приветствовать у себя в эфире. Формат потихонечку перебираемся уже, переходим на свою новую платформу. Подтягивайтесь. Кто женился, Башлам? Да так. Башлам, береги каждого подписчика, свой лучше чужого. Да чужой ко мне не придет, свой всегда будет. Останется рядом. И это самое важное. Особо делаешь. Конечно, берегу. Своих берегу. Своя рубашка ближе к телу. Есть такая пословица. Да, вот. Поэтому своих мы бережем, до чужих нам дела нет. Ашхамолики анты. Погода, конечно, не радует. Ва алейкум салам. Очень. Я бы даже сказал, немножко холодновато, но ничего, мы держимся. Уйти, не вернуться. Тут по собственному желанию. Каждый имеет право или остаться, или уйти. Дабахан машу. Удыду. Мои подписчики, ты, может, не заметил, что это другая платформа. Может быть, поэтому. А так уже гвардия подтягивается. Эфиры опять заполняются. Без норнийцев уже. Поэтому мы рады всем, кто присоединяется. Обязаловки нету тут, да, Башлам? Нету, конечно. Обязаловки нету. Вот он, Хуаймах, брат, тоже подтянулся. Денег нет, но вы держитесь. Абсолютно верно. Мы тут, баян. Вот. Конечно, мне... Так. Ладно. Давайте будем немножко отвечать по вопросу. Если кто хочет отправить запрос. Погода нелетная, стервятники не летают. Стервятники никогда не летают, они обычно ползают. Они ползают, им не до этого. Нам наши нужны, Башлам, абсолютно верно. А где Саид? Цуйор Дикефир. Неужели фишт не услышим? Ну, не знаю, пока чечениш нету никого. Не знаем, не видим. Возможно, фишт будет, когда они уже поймут, что это другая платформа, что нужно переходить. Но в данной ситуации, конечно же, проще говорить где-то, где перекрикивается. И кто-то из братьев задонатил. Да, Савел Шудоната, да, доктор Адуэл. Башлама, что с той страницы? Ничего, та страница будет для наших постов. Погода хорошая, зато картошка. Да, возможно. Ну, надеемся на хороший урожай. Надеемся, что деревья дадут
фруктовые дадут плоды хорошие. У нас еще 2 дня до великого праздника мусульман. И холод, наоборот, таки проще переносить, чем жару. Вот. Поэтому... Ну, отправлять нужно за кого-то, чеченец. За что-то отправлять нужно, просто так отправлять некого. Вот. Так что мы будем пытаться делать что-то полезное. Да, последние дни очень активно проводится работа. Пашам, ты в городе или в селе будешь на Марх наш, Ингушетию поедем? Я буду и в городе. Я, в принципе, живу в пригороде Грозного, то есть мои родители, моя мать. Я по родственникам прохожу, потом возвращаюсь в город. А не агент ли ты Запада, Башлан? К сожалению, думаю, агенты намного богаче будут, чем я. Уж не похож я совсем на агента, увы. Так что пока до агента очень далеко. Нет, я не агент. Я же сказал, патриот своей родины. С Атагов моя мама. В Атагах я учился, в Атагах я вырос. Поэтому старые Атаги — это моя вторая столица. Бердыкель первая, старые Атаги вторая. А так я сам, конечно же, с единственной, самой неустрашаемой столицей на всем Северном Кавказе, городе воинской славы, город Грозный, Сюэльжрал, Нохчичу. Вот. Наверное, ни одна из крепостей Ермолова не потерпела столько сражений, столько войн, как крепость Грозная. Агент под прикрытием, шведский агент Чимаев. А вы почему думали, Хамзат Чимаев? Да уж, конечно, в основном, да, уж грубое. Да. Дикнинг хикду, иншаллах. Так что Башлам, кофе замутил ты, Норвегер ханяет, да? Замутил. Но это настоящее кофе. Завтра еще от одного брата с Бельгии отправленное кофе. С Бельгии, кажется, или Франции. Ну, откуда-то, с Европы. Еще один брат отправил. Тоже кофе. Так что с кофе у нас проблем не будет. А если будет кофе, значит и будут эфиры. Эфиры. И всегда эфиры. Мне большая не нужна кофеварка. Зачем? Мне. Ну я же говорю, Тигр Львович, ты больше переживаешь за меня. За меня переживаешь, за то, что мне прислали, за все остальное. Все, что касается меня, может, ты начнешь писать мемуары обо мне. А так, то, что мне прислали, маша Аллах, я просто рад. Талсавил. Мне на одного хватит. У меня гости редко бывают. Не по моей вине, конечно же, но все же. И все же.
И Бушидо Сунце Кори Куза. Бушидо здесь есть только Ваша. Не знаю, там есть или нет. Башлам, за кого мне переживать? За Бузуртанова. Нет, ну, за Бузуртанова переживать или нет, это твое личное дело, как говорится. А так, щелу агвамекс. Та проблема. Любой человек может пойти в гости с любым человеком. Мы найдем общий язык. Поэтому мы не переживаем самогатеш. Я всегда рад гостям. И близким, и дальним. Вот вчера я разговаривал с братом, как раз таки с Австрией. Ой, Ошу, он как раз мне прислал вот эти облигации, которые были, вы видите, да, они нашли их, они продавались в Австрии, они их купили, а он мне прислал первую фотографию по этим акциям непосредственно. Это акции 1914 года по нефти. Документы, конечно, очень интересные. Конечно, они ничего не стоят. Там, насколько я помню, это на 100 лет было. В 2014 году у них закончился срок. У некоторых в 2014 году, у некоторых в 2017, до 17, 15, 16 году закончился срок. Вот такие документы, они очень важны и очень нужны для нашей истории. Но я надеюсь, скоро мы поговорили с этим братом. Он обещал, он находит очень много важных артефактов именно в Австрии, касаемо старых атласов, старых документов, касаемо нашей истории. Он будет, конечно же, присылать, мы их будем публиковать. Чем больше вы будете знать о нашей истории. То есть буквально 100 лет тому назад одной из важных нефтедобывающих регионов Кавказа был наш регион. Вот. Конечно же, там целый ряд аспектов, которые нужно изучать, которые нужно публиковать. Но мы должны понимать, Сталин Дагестана такой инфоповод был. Кстати, Башлам, с твоего прошлого эфира снесли Сталина в Дагестане. Такой инфоповод был. Да, я знаю, снесли. И сейчас, после праздников, мне связались ребята, сказали, что его хотят поставить обратно. Буквально после праздников, алейкум салам, сталинисты пожаловались и так далее и тому подобное, что хотят вернуть и поставить этот памятник обратно. На все воля Всевышнего Аллаха. Посмотрим. Молодые ребята сопротивляются, а вот любители Сталина, Ермолова, они хотят его, конечно же, восстановить, поставить обратно. Да, Ленин, в принципе, Ленин не столько нам принес вреда нашему народу, сколько это сделал Сталин. Вместе с Берия, Квишани. Вот они принесли беды. Хотя, честно скажу вам, уважаемые мои братья, наверное, все-таки в этой ситуации мы больше должны переживать за себя. Вот. За свой регион. Башлам, ты слышал, что при СССР памятник Ермолову взорвали, по-моему? Да. Да, взорвали несколько раз. Да, расследовали это дело КГБ. По некоторым документам были задержаны молодые националисты. Не знаю, был ли им срок или нет. Не знаю этого, конечно. Врать не буду, но факт остается фактом. Конечно же,
взрывали как минимум 2 раза. Как минимум 2 раза. А того и больше, конечно же. От этого очень... об этом много еще писали в то время, что якобы радикализм, национализм чеченский возрождается и так далее и тому подобное. Хотя, в принципе, здесь речь не о национализме и не о радикализме. Речь идет конкретно о людях, которые утопили в крови, в историческом плане утопили в крови чеченский народ. Были ли методы Ермолова эффективны? Конечно же, не были. И об этом пишут многие источники, историки. Конечно, были и те любители могущества империи, которые считают, особенно казачьи, вот казаки, потомки казаков, они считают Ермолова реально героем, и ему памятники ставят, если я не ошибаюсь, где-то в Ставропольском крае поставили. Хотя там они могут быть и везде. Ничего удивительного в этом нету, потому что казачество на самом деле при Ермолове начало продвигаться и очень даже получило достаточно преференций со стороны Ермолова. Конечно, они будут его любить. Как и дагестанцы, некоторые старые сталинисты, которые получили преференции от Иосифа Сталина. Если бы эти дагестанцы, которые хотят поставить, снова же я прошу не говорить о всех дагестанцах, любители Сталина почувствовали то же самое, депортацию, которые испытали на себе чеченцы, балкарцы, карачаевцы, ингуши, лезгины, тогда бы они бы никогда не поставили. Поскольку на своей шкуре не испытали, они для них он герой. Вот, но снова я хочу повториться, сегодня как раз таки 9 мая. Я хочу, чтобы мы понимали, победил великий советский народ. Был бы во главе он, или Жуков, или Хрущев, Советский Союз все равно бы победил бы. Тут разницы нету. Это не от того, что такие сверхлюди были, там был Сталин. Да, его методика была очень кровавой. Некоторые считают, что она была эффективной. Возможно, с таким человеческим ресурсом, хотя у Гитлера он был в 2-3 раза, не в 2-3 раза, а в несколько раз меньше, и Сванидзе об этом много говорит в исторических своих описаниях касаемо вот, Великой Отечественной войне. Затраты гитлеровской Германии, человеческие затраты, так скажу, как бы это некрасиво звучало, они в разы меньше, чем у Советского Союза. То есть, был бы там на его месте Жуков или, я не знаю, Хрущев, разницы нету. Победил Великий Советский Союз и герои Великой Отечественной войны. Вот они победители. Им нужно в первую очередь, их нужно благодарить. Этих ветеранов, которые сегодня как каждый день уходят из этой жизни. Их нужно обеспечивать квартирами, им нужно давать любые льготы, потому что их на самом деле очень мало. Нужно о них заботиться в первую очередь. А возвеличивать там диктатора и тирана Сталина, приобщать. Да, он неотъемлемая часть этого государства, спорить в этом не буду. Но все-таки достойных людей в Советском Союзе и полководцев среди русских было намного больше. Вот. И говорить, что вот этот культ Сталина возвеличивать, я считаю, что это немножко неправильно. Потому что победил весь народ. Везде, на всех фронтах. Начиная от Якутии, там, или, я не знаю, еврейским автономным округом и кончая до самой Белоруссии, Бреста, воевал весь народ. Ладно, вообще не победил бы фашизм, Советский Союз не победил бы фашизм, если бы их не победил. Да фигня это все. Победил бы. США, я вот знаю, я учил не по советской.
США, они уже, когда осталось добить последнюю из четверти, я не знаю, последнюю четверть фашистов, когда осталось, решили подключиться. Они до последнего не поддерживали Советский Союз, потому что они считали, что национал-социализм намного лучше, чем коммунизм, потому что идеи коммунизма, они чужды демократическим странам. Поэтому, только потому, чтобы эта вся война не была полностью завершена Советским Союзом, были подключены вот эти остальные государства. Я бы не знал, грузовики, танки, это уже все последний этап уже, когда был. Я, честно сказать, думаю спокойно. Вообще нету ни одного государства, которое, как говорится, в этой войне она сыграла только очень маленькую роль. Сегодня они говорят, если бы не это, не ленд-лиз этот, то война была бы проиграна. Я так не считаю, честно скажу. Я не считаю таковой. Вот. Но подождите, я прошу вас не путать снова Великую Отечественную войну и депортацию. Я прошу не смешивать два вот этих понимания. Не весь советский народ решил нас депортировать, а указание одного диктатора, который сказал, что там с точки зрения стратегического планирования на Кавказе нужно. Это решение принимал не весь советский народ. Весь советский народ точно так же был в угнетении. С этим я не соглашусь. Амин, Масер Эдуард. Поэтому всех мало, он дальше. Я знаю многих представителей нашего народа, которые дошли до Берлина, победили и после победы, оставив свое оружие, уехали в Казахстан в депортацию к своим близким и родным. Поэтому, Башлам, почему Союз взял Германию и отпустил? Здесь все элементарно просто. Германия была поделена на две части. Южная, западная и восточная Германия. Конечно же, со своим социализмом и с такой экономикой, которая была предпринята Советскому Союзу, для Германии, Восточной Германии, сегодня есть некоторые эксперты, которые говорят, что постройки и те мануфактуры, которая была построена в Восточной Германии, ничем не хуже. Но бабки решают все, капитал решает все. Свободный торговый рынок, взаимодействие с европейскими странами и огромное вбухивание в Западную Германию дало о себе знать. Конечно же. И не забывайте, Советский Союз в данной ситуации со своей политикой противостояли ему кто? Великобритания, США и все остальные европейские страны, которые более или менее были в зависимости от них. Вот и проиграла. Экономическую войну в данной ситуации Советский Союз проиграл. Не потому, что Советский Союз был слаб. Нет. Он физически был силен. Намного силен был. Но государство по масштабам, которое не имело аналога в мире, оно было я больше сказать. Тут уже немножко другая тема, я просто не хочу обвинять определенных людей. Ладно, это оставим. Вот. Свободные капиталы, вливание огромных денег в Западную Германию сыграло свою роль. Закрепощенность, закрытость, милитаризм, тотальное недоверие к народу, ограниченное
свобода слова и так далее и тому подобное сыграла свою роль. Поэтому. Минусы социализма. Честно сказать, минусы социализма, вот уж мне кажется, уравнивать всех, я считаю, что это неправильно. Да, тотальный контроль должен быть, чрезмерное вот, обогащение, его можно регулировать, смотреть, откуда его доходы. Но если человек зарабатывает и зарабатывает их честно, влазить в частную жизнь, но социализм под собой размывает все общее, все государственное. Нету собственности, нету земель, которые можно было бы закрепить, за которым эта земля или этот завод или корпорация, компания принадлежала этому человеку. У них надо забрать, национализировать, потом раздать, а управленцев нету. А людей, которые переживают за свое предприятие, за свой малый средний бизнес, таких людей нету. В этом социализм, конечно, проигрывает. Но видите, Китай же переформатировал свою программу, исторически переформатировал. Китай принял коммунизм от Советского Союза, эстафету. Не отказываясь от этого, он модернизировал КПСС, Китайской Народной Республики, КНР называется, кажется, да? И переформатировал, сделал доступ экономические свободы, уступки. И сегодня где находится Китай и где находится бывший СССР? СССР до конца хотел пройти по принципам, которые не меняют взгляды социализма, Советского Союза, вообще, в принципе, как таковой. А Китай переформатировался. Китай остался, Советский Союз пал. И плюс ко всему, сегодня за рабочей силой, за всеми технологиями в основе своей, то есть за дешевой рабочей силой, едут куда? В Китай едут. А в Советском Союзе было мощное образование, медицина, много чего, военное вооружение было мощное, все было. Но рассчитывали они на сырьевой придаток. То есть, опять же, в основном экономическая модель была настроена на нефть, на газ. Если нету свободного рынка, что происходит? Договорились с арабами, рынок рухнул, дальше все, 5 секунд. Ну и плюс свои предатели, которые подсобили там. Башлам, по твоему мнению, какая на данный момент самая сильная прогрессивная страна? Соединенные Штаты Америки. Благодаря ингушской полке это все фигня. Башлам, ты слышал, что сказал Сталин? Нет, не слышал. Сам видел по ТВ, историк говорил. Однако при Ливадевской встрече Черчилль, когда увидел, как с крана течет горячая вода, он обомлел. А Путин, таджиков не хватает в Беларуси. Наверное, под этим он подразумевает людей, которые хотят работать. Может быть так, хотя я не знаю, я не пресс-секретарь, что он имел в виду, я не могу сказать. Для меня это не та тема. Поэтому я считаю, что Черчилль, кто там был, Рузвельт был, да, следующий, который приезжал со Сталином встречаться, они прекрасно понимали могущество и силу Советского Союза. И объединившись, экономически объединившись, они разрушили Советский Союз. Причем США этого и не скрывает. Когда Ельцин ездил в Америку, они же говорили, и причем благодарили Горбачева за то, что он посодействовал развалу Советского Союза, мощного государства. Ну, что тут уж говорить? Что тут уж говорить, сказал один мудрый. И задонатил брат Каир дал Савила доната
Марх и Батта остались последние дни, а я это не донат дал саю да духуахуа. Ты знаешь, что сказал один мудрый кабардинский старец? К черкесам я отношусь хорошо, но к сказкам я отношусь негативно. Башлам, это такой прикол. Ну, типа, говорит всему другу. От них диалог был. Типа, знаешь, что говорил Сталин? Я говорю, что... Да, я знаю это. Подожди, я же это все... Через это все я уже прошел года уже 3. Я же не первый, как говорится, год с этими сказками, нордийцами, со всем этим борюсь. Там дело не только в этом. И так все ясно, Горбуша. Да, сегодня, конечно, 9 мая, преобладает немножко советская история. Я прошу не путать советскую историю с первоначальным периодом, времена революции, когда фактически страна была так сказать, облита кровью своих собственных сыновей, раскулачивание, красный террор, там все остальное. Честно сказать, через революцию, которая была в Советском Союзе, в России, проходили ли другие государства, ну не знаю. Может быть, великая там буржуазная революция, в Франции была революция. Была ли она настолько кровавой? Сравнить с таким, наверное, можно только с Китаем. В Китае было намного хуже, конечно. Но еще при Мао Цзэдуне это еще был тот, кекс. Ну, конченый, реально конченый, на голову шизик. Заставлял людей сажать в глубину 2 метра лук. Говорил, что луковицы будут большие. Или загонял там, считал, что пшеницу едят воробьи, надо их убивать. Уничтожил воробьев. Короче, кошмарный деятель был, тоже безграмотный. Вот. Поэтому мы должны понимать это. В многих случаях, наверное, 30-е, 20-е, 30-е, 40-е года для Советского Союза, ну, наверное, до смерти Сталина, Советский Союз, государство, модель государственного управления была не самой лучшей, а вот уже 60-е, 70-е годы уже более или менее был Советский Союз, по крайней мере. Вот этого диктата, может, и не был. Так, задавайте следующие вопросы. Почему ты ненавидишь ингушей? Нарнийский Пагал, прости. Отвечал миллион раз. Считаю, что это некорректный вопрос. Башлам, как ты относишься к такому высказыванию? Типа, если бы немцы победили, фигня это полная. Что мы ездили бы на Мерседесах, чушь собачья. Да, кстати, по статистике, самые кровавые режимы политики были коммунисты, факт. Правда, что нет, неправда. Чингисхана никогда не было, и никто на Кавказе не разгромил Чингисхана. Чингисхан дошел до Восточной Европы, если я не ошибаюсь, его империя простиралась вплоть до Венгрии, если я не ошибаюсь, современной Венгрии. До восточной границы доходило его вот, знамя победы Чингисхана, государство, так сказать, великое. Такой империи, которая была у Чингисхана, не было ни у одного государства в мире. Так, Нарнийский Пагал, уже не смешно. Башлам Эшпата Гуланд Яхалехо. Во время открытия башни был я там. Но я крутым не подходил, не подмазывался. Я со стороны
министры, не министры, для меня это не имеет значения. Я заснял башню, я побывал на горе моего родового села, моих предков. Заснял, те, кто подошел, пообщался, поговорил и уехал. Я не любитель вот этих других вещей. Вежри, ну здесь вы знаете, да, новый формат. Мне нужно сейчас отключить, потому что час закончился, осталось 2 минуты, и сверху у меня показывает время. Сейчас я перезагружу и зайду снова. Если вам интересно, мы пообщаемся чуть-чуть и, как говорится, разойдемся. Если вам не интересно, мы, конечно же, в Новгороде, не в Киеве, в Новгороде. Это мое личное мнение. Поэтому, если интересно, заходите снова. Нас и так немного, я сейчас перезагружу и, как говорится, вошла. Кто управляет государствами реально, думаешь, один человек или в роли президента? Нет, корпорации управляют государством. Но кто остался, тот остался. Кто не с нами, тот не с нами. Что касается управления государством, я считаю, что в основном управляется транснациональными компаниями, которые со своими финансовыми возможностями, даже не объявляя войну, могут уничтожить государство просто тем, что будут проводить свои интересы, вводить эмбарго. Валикум салам. Ну почему, Везри? Я же сказал всем, подписывайтесь на канал bashlam39.life. Это канал, где мы будем проводить непосредственно прямые эфиры. Туда мы будем загружать посты, и здесь мы будем проводить эфиры. Поэтому 2 канала. Подпишитесь с учетом того, что здесь я вас публикациями своими мучить не буду, только будут эфиры. Кому интересно, может зайти и подписаться. Вот. Многие не послушали, многие подписались. Те, кто подписался, уже есть
А правда, что Великая Отечественная началась после вскрытия могилы Чингисхана? Но вот эта версия есть, Зара, это немножко, это из телеканала РЕН-ТВ. Я думаю, что это фигня, конечно. Нет, конечно. Чингисхана. Во-первых, не Чингисхана. Могилу Чингисхана никто не нашел, Зара, ты ошиблась. До сих пор не найдена могила Чингисхана. Кстати, про нее еще в историческом факультете, когда я учился, место захоронения Чингисхана неизвестно. Дело в том, что были отобраны определенное количество личных наемников, охранников Чингисхана. Вы знаете, по обычаям монголов нужно с ним похоронить там всю династию, золото, то есть все это и курган. Отправили определенное количество, если я не ошибаюсь, там говорилось о 100 личных охранниках Чингисхана, похоронили Чингисхана, и они ни с кем не контактировали. По возвращению, когда шли эти люди, которые, или охранники его, которые похоронили Чингисхана, с дальнего расстояния, не подпуская, они были все убиты, чтобы нигде никому не было известно захоронение места Чингисхана. Поэтому реальное место захоронения Чингисхана никому не известно. А о могиле, то, что ты говоришь, это могила Тамерлана, Тимура Хромова, которая находится в Самарканде, кажется, если я не ошибаюсь, где-то в Узбекистане, то ли в Ашхабаде, ну, где-то в этой области. Поэтому это не Чингисхан, это Тимур Хромой. Ну, даже при этом случае это мистика, небольшая мистицизм, это, конечно же, неправда. Началась Вторая мировая война не из-за Тимура и не из-за Чингисхана, а просто из-за того, что Гитлер считал сверхарийскую расу лучше, чем другие, и у него были арийцы и все остальные, сверхлюди и все остальные. Ничего не знаю, но Чингисхан был тем, кем он был. В Самарканде, возможно, да, в Самарканде. Я точно не знаю, просто я, чтобы не попутать, то ли в Самарканде, то ли в Ашхабаде, что-то там было такое, поэтому точно сказать не могу, чтобы не ошибиться. Вот. Вскрыли советские ученые, там во время вскрытия было сказано, что тот, кто вскроет там могилу Тамерлан, Амира правоверных, там будет проклят, и после этого буквально через неделю началась война и так далее и тому подобное. Это из ряда того же самого, что и у нас тоже есть некоторые сказочники, ни больше, ни меньше. Грозный. Лакрия Шамба, Грозный. Что ж ты там такое написал? Шейх Мансур, Аллах Газут, Кобал Дуэльцун и Мича Давельну. Захоронение шейха Мансура неизвестно, ибо его место или скелет его был бы эксгумирован и перепохоронен там на своей родине. Где он похоронен, никому не известно. Где-то на острове, или как он называется, территории Шлиссербургской крепости, где точно неизвестно. Поэтому, как и голова Хаджи Мурата, где-то на землях северной столицы России захоронен первый имам Кавказа шейх Мансур Ушурма. Здесь есть надгробная плита, установлена в его родовом селении Алды. Вот, поставили его непосредственно односельчане и потомки, кто-то, кто остался от шейха Мансура, вроде бы говорили так. Поставили памятник, памятную плиту, то есть без тела, захороненного тела, стоит в селении Алды, откуда родом был сам первый имам Кавказа,
сын Шахбаза Ушурма, шейх Мансур. Тигр очень просто. Сдать ДНК. По ДНК будет ясно. Ладно, я тоже буду умничать. Там, если я не ошибаюсь, у шейха Мансура кто-то остался. Не его прямой, а кто-то из братьев или кто-то остался там. Конечно, есть родственники у Шурмы. Через них можно, конечно, сдать ДНК, и это проще простого. Как и у Бойсхара Биноевского, прямых потомков не осталось, но остались братья Байсангура Биноевского, имеется в виду потомки братьев Байсангура Биноевского. Их там 9 братьев было, от них осталось очень много детей, внуков, правнуков, разной фамилии. Башлам, так почему, как ты думаешь, умалчивают место захоронения Мансура? И не умалчивают, возможно, не знают его точного места захоронения. Это загадка. Я даже не слышал, пытались ли наши вывести или эксгумировать его тело. Неизвестно, где оно захоронено. Кроме того, что где-то находится там, где точно неизвестно. Да и копать везде, сколько там могут наткнуться на каждый скелет, и брать анализы, сдавать это, проверять. Это очень-очень долгая история. И кто-то в этот священный месяц Рамадан задонатил. Огромное спасибо. Аллах да асайошу доната. Да обол дуэльшу сага. Обеш мархиба. Да дух да. Я понимаю, у нас всего человек 20. Это в 2 раза больше нагрузки. То есть очень приятно видеть, да, что среди этих 20 людей есть люди, которые поддерживают наш канал и донатят. Да, он реально думает, что не знают они, где похоронили имама Кавказа. Да, я реально думаю, что не знают. Потому что я знаю многие вещи, которые есть в истории России. Не все так просто. Я почему-то думаю, что они хотя бы приблизительно знают личность Павла Простым, но я не могу сказать, возможно, знают, но была ли речь об эксгумации, говорили ли наше руководство о нем, я не знаю. Какова ситуация, я не знаю. Так глубоко уходить в эти дебри я не могу, конечно. В основном и героев не осталось. У Зелимхана Харачоевского остался сын, а у остальных нет. У Бойсхара было 2 сына, один по возвращению был отравлен, убит, второй умер без потомства, тоже недолго прожил. Почему называют суперэтносом? И можно, а Гитлера нельзя? Ну, Гумилев, честно сказать, по Гумилеву, если он больше суперлюдьми считает татаро-монгол, нежели чем русских. Ну, а что он должен был сказать? Вот ты спроси, кого ты считаешь на Кавказе суперэтносом. В первую очередь, ты как истинная Нохчи скажешь, это мой народ. Вот и все. Вот тебе ответ на этот вопрос. Каждый будет считать себя супер и лучшим, но насколько это достоверно, насколько это значимо, нужно смотреть, нужно проверять. На самом деле русский народ прошел через многие испытания. Такую трансформацию пройти не каждому дано. Тут речь-то ведь не только, проблема не только, вот как мы, как люди считаем себя лучше всех. Мы считаем себя. И каждый, даже маленький этнос считает себя таким. С учетом того, что сформировавшийся русский народ из разных национальностей, из разных народов. Кто из русских царей был дружелюбен к нам? Я даже не знаю. Наверное, были все до Ивана Грозного.
Все русские цари были к нам доброжелательны. Без исключения. Все до Ивана Грозного. Знаешь, почему они были дружелюбные? Потому что они не знали о нас, и мы не знали о них. Вот почему мы были. Остальные цари, я бы не сказал, что они были дружелюбными к нам. Все, я же говорю, все, кто до Ивана Грозного к нам были хорошо относились. Потому что они нас не знали, мы их не знали, и все было хорошо. А если вот, я тебе реально говорю, между прочим, вы можете смеяться сейчас, но факт остается фактом. А реально, наверное, человек, который отнесся больше всех к нам хорошо, это был, многим сейчас это может не понравиться, но это был Никита Сергеевич Хрущев. Хрущев относился хорошо, более или менее хорошо. Почему? Потому что этот человек, неважно, он мог бы и сказать всем, пошли вы к чертовой матери, даже под натисками и он, и всем остальным. Но он, Хрущев, был единственным человеком, который поменял свое решение, потому что под натиском Сталина депортацию подписывал Хрущев, чтобы вы понимали. Но не подписать вообще никто не мог, потому что если бы не подписали, их бы и так бы грохнули. С учетом того, что Сталин зачистил так свой круг. Там остались, кажется, Молотов, еще пару человек, которых он не убил. Остальных всех тоже он, то кого как уничтожил. А так Хрущев был к нам очень хорош. Вернул депортированные народы. Это очень много. Восстановление Чечено-Ингушской автономной республики, ЧССР, причем с возвращением частью, с возвращением земель затеречных, то есть которые входили в состав Грозненской области, не взамен пригородного района, еще раз, не взамен пригородного района, а взамен непосредственно тем людям, которые Романовы к нам не были благосклонны, так что давайте оставим династию Романовых, сразу можете оставить за... о чем вы говорите, Романовы? Романовы это люди, которые, даже не Романовы, начиная с Екатерины, с Петра начиная и заканчивая последним из династии Романовых, они все воевали на Кавказе. Так что о чем говорить? Они расширяли свое государство, свою империю. О каком хорошем? Говорить, вы понимаете, вы себя ассоциируете как народом, который на политической карте для Романовых Кавказ это был. Времена Екатерины, это золотой век России, это самое могущественное государство в мире. По территории, по мощности, поэтому она расширялась, становилась все сильнее и сильнее, поэтому тут говорить о Романовых не стоит, я бы не стал. Хотя это считается, что и немецкая династия ближе, что они ближе к английской королеве. Он был двоюродным, кажется, братом, не знаю, английская королева или кто там, короля и так далее и тому подобное. Так что Романовы автоматически нет. Хрущев нормально. Брежнев тоже нормально. Андропов, Черненко, они правили недолго, не могу ничего о них сказать. Они были оба КГБшниками. Горбачев более или менее тоже нормально. Из советского периода Хрущев, Горбачев и Брежнев. Остальные, Ельцина, само собой, нет, и остальные вы уже знаете. Поэтому выбирайте сами. Точно так же, если тут речь не о российской же истории. Возьмите турецких султанов, возьмите персидских шахов. Кто к нам хорошо относился? Да никто не относился к нам хорошо. Да нет, конечно, царица Тамара никакого отношения к Ингушетии не имеет.
не похоронена она там, не имеет никаких корней к ингушам, ни к чеченцам. Так что это все чушь собачья. Это чушь собачья. İşte hamaşlık şunu özü. Не забывайте, братья, сестры, все активные подписчики, у себя сделайте репост или страницу, укажите. Все, кто там хочет, любит прямые эфиры, укажите наш вот этот канал, Башлам 39, .39, лайв канал укажите, у себя сделайте репосты. Он хаймуак сделал, я знаю, чтобы остальные тоже знали, что у нас проходят здесь именно прямые эфиры. Пускай сюда подключаются непосредственно, здесь уже более проще, чтобы было. Я понимаю, возможно, вы не хотите этого, но в любом случае нашу аудиторию нужно вернуть. Вернуть имеется в виду, и сюда тоже подключить, чтобы канал был тоже активен, чтобы все, кому интересно, заходили и тоже общались. Как на Инстаграм-канале, точно так же и на YouTube-канале. У нас есть Башлам.39, лайв-канал через YouTube. Распространяйте, дайте знать, что есть в Инстаграм, есть там, и что это не чья-либо там кого-то, кто сделал канал, а именно мой, может прийти, проверить, посмотреть по последним эфирам. Так что приходите, подписывайтесь, заходите. Иштхамаш душун, господа хорошие. Давайте дальше продолжим тематику. Ну, вообще, наверное, до Ивана Грозного как такового всего Кавказа покорено и не было. Тут до Ивана Грозного, когда уже максимально, что у нас там, до Астрахани он доходил, Казань, Крым, вот эти области, конечно, еще были, а вот что касается дальше черкесов, то есть кабардинцев нынешних, земли о них не ведали. Уже дальше, чем больше государство начало разрастаться, начали экспансию, продвижение, у них вот понимание вот этих пути, шелкового пути и выход на Индию, стремление к Индии было. Ассаламу алейкум, да, Беркти Дойл, Кирл аккаунт. Ва алейкум салам, Дерия Схил. Басана, некоторые карты отмечены, как некоторая часть горной Чечни входила в состав Грузии во время правления цариства, а сколько это продолжалось. Но это продолжалось недолго. Об этом мы и разговаривали с Османом. Ходила ли в состав Грузии, или же мы как были составной частью, насколько я понимаю, это во времена как раз таки, когда Сурмаг, кажется, да, вроде бы он говорил, или Фарнаваз, пригласил своих Нэнхуай и усадил их. Вот это время как раз таки, когда были им эти наделы даны. Поэтому с тех пор мы почему-то считаем Тушинов, Пшау, Хевсуров своим народом.
Я думаю, это именно в это время и указываются они как, во-первых, эта часть Грузии считается, а мы их считаем своими, потому что это жили там свои люди. Но поскольку у нас не было своего государства, как таковой, ну, столицы государства, мы уже жили по правилам равноправия. У нас всегда равноправие раньше всего, чем государство. Я думаю, поэтому это было не настолько значимо. Кстати, правда ли, что термин европеоидные были придуманы благодаря термину кавказцы, так как немецкий ученый именно так называл людей белой расы? Немецкого ученого звали Иоганн Блюменбах. Он называл расу кавказианской расой, то есть белой расой. Европеоидная раса была введена в обиход советскими учеными, российскими в основном. А в Европе и в Америке до сих пор белую расу называют кавказианской расой в основном. Поэтому этого ученого звали Иоганн Блюменбах, кажется. Его материалы есть. Но, к сожалению, он был любимчиком Адольфа Гитлера, который много увлекался, как вы знаете, оккультными, так сказать, темой оккультизма и темой арийской расы, сверхчеловека. Его как-то потихоньку сделали изгоем. Вот, поэтому... А ученого звали, да, Блюменбах. Башлам рассказать про Инаева Салавди, который воевал на Карабахе. Ничего не могу сказать про него. Это видео я публиковал. Он то ли был сотрудником ГРУ, то ли что-то другое, но достоверной информации у меня нету. У меня не может быть достоверной информации о всех, кто воевал в каких-либо войнах. Будь то в Абхазии, будь то в Южной Осетии, будь то в Карабахе, будь то в Сирии, будь то в Иордании, в Ираке, потому что везде, куда ты ни посмотришь, или генерал, или полководец, обязательно там был чеченец. Доказательств этих, конечно, очень много. Вы знаете, сколько в Иордании этих генералов, полковников, чеченцев, сколько было у Саддама Хусейна тоже в армии баасистской партии чеченцев. Поэтому за всех рассказать не могу, но мы собираем потихоньку материал. Башлам, почему после смерти Чингисхана ни один из его 4 сыновей не стал главой? После смерти Чингисхана произошло то же самое, что произошло с Османской империей в конце, впоследок. То есть начали делиться по богатству, по землям. Я думаю, что это элементарное дробление, уничтожение Великой империи Чингисхана, которая была... Да и невозможно было ее удержать под властью, потому что они взяли земли, часть Золотая Орда, часть там другие орды разделились. Белая Орда, Серая Орда, как там они назывались все. То же самое произошло и с наследием Карла Великого. Был Карл Великий, вы знаете, наверное, да, такой европейский монарх, от которого в дальнейшем его государство распало на 3 государства маленьких. Франция, Германия, Италия, кажется, была, если я не ошибаюсь. Вот и после этого переставало существовать единое государство. То же самое произошло, когда амбиции детей... В дальнейшем, кстати, в Турции поэтому было очень жесткое междоусобица. Уничтожали детей, потомков султанов, чтобы они не могли наследовать, и там называли бастардами, уничтожали. Это очень жесткая и жестокая политическая конъюнктура между потомками султана и потомками Чингисхана и так далее и тому подобное. Могу сказать одно, что Тамерлан не имел никакого родства и никакого отношения к Чингисхану. У монголов есть закон, который гласит, что только чистый монгол имеет право унаследовать титул хана. То есть титул Чингисхана мог унаследовать прямой его потомок, а Тамерлан не мог. Поэтому Тамерлан взял себе титул
амира. Амира мусульман, всех мусульман и так далее и тому подобное. Поэтому вот то, что было. Всю историю, конечно, знать сложновато, это я как-то поверхностно прохожу. Я не увлекался османской историей, но спасал ли Ататюрк Турцию от слабых османов, или это была какая-то революция идеологии? Аллаху алям, всех мусульман Турции, которые пишут или писали об Ататюрке, считали, что это был человек-дьявол, сатана, который уничтожал, убивал все исламское, мусульманское, только ради того, чтобы якобы спасти Турцию. Снова же, Аллаху алям, я не могу сказать это. Со мной связывались представители даже нашего народа, которые говорили, что Ататюрк реальный правитель, который спас Турцию и то, что осталось от османов, благодаря своей политике. Насколько это достоверно, я не могу, потому что по другой информации с тех же мусульман, он был сущим дьяволом, который уничтожил наследие османов и довел Турцию до минимума, который она есть сейчас. Имам Шамиль нохчи хлеба сам цехал. Имам Шамиль я нохчи цехал, я нохчи чун улли хаджош цехал даже. Имам Шамиль мог быть и Сюли, и Гумки, и Эрно, кем угодно, но Нохчи точно не был. И не имеет нам никакого отношения. Забудьте вот эти рассказы и байки. Да, хотя в свое время кодекс монголов и кодекс Чингисхана наводил ужас. Я уже не говорю о том, как он завоевал Китай, империя, которая существовала за тысячи и тысячи лет до Чингисхана. Сегодня о Монголии не знает никто. Рассказывали, описывали историки, что когда шла армия Чингисхана, ее почувствовать можно было, дрожь копыт его армии можно было почувствовать за 30 километров, ну фактически вот на таком расстоянии. Настолько мощная была его армия. В военной технике, в военном преимуществе в то время никакие рыцари, никакие замки, ничего не могло спасти. Он сметал все на своем пути. Их лучники могли достать любого со своей кольчугой, защитой. Ну, то есть я не любитель как бы монголов, тут речь не о монголах, речь о военном превосходстве монгольской армии. Их воины могли 3 сутки, не слезая с седла, скакать до места сражения. Настолько они были безжалостны. И да, кстати, об этом же как раз таки и говорилось, что во времена, что у монголов отличительная черта была, когда они слезали с коней, у них ноги были вот такие, немножко кругловатые, такие косоватые вот такие. Потому что они с детства фактически всегда были на лошадях. Поэтому монгольская армия, конечно, была непревосходная армия. Ну и после Тамерлан тоже со своей армией не сильно отставал от них. Вот. Многие вещи были. Вы должны понимать, я еще у Гумилева, кажется, я читал, что наездник, монгольский наездник средний, мог с расстояния 300 метров на скаку поразить цель, которая с величины спичечный коробок. Настолько умелые воины были монголы. Их боялись. Что касается их боязни, я думаю, вы были в эфире, когда султан
был в эфире, он рассказывал тарихи арабские, кажется, тептеры, некоторые арабы, ну, не в оскорбление арабов, некоторые там представители арабской нации, когда им говорили: стой здесь, пока я поеду за мечом, приеду, чтобы тебе отрубить голову, говорят, с этого места не двигались до его возвращения. Вот настолько сильно боялись монголов. Сейчас вообще есть, конечно, Монголия есть, она существует. Но Монголия самое независимое государство сегодня, потому что от Монголии ничего не зависит. Вот такое стало государство Монголия. Вы знаете, в государственном плане, а что мы были, как мы управляли государство и так далее, говорить о нашей истории немножко сложно. И непонятно почему, потому что у других были государственная система, у других были государства. Наш народ был не настолько большим. Территории первоначальные, я вполне согласен с многими учеными, которые занимаются древней, что там от Кумы там, до Сулака были, там проживали, или там, не знаю, до Дербента некоторые указывают, да, что там проживали наши племена. Да, проживали. Но это не было моноэтничным государством, в котором жили только мы. Проживали, потому что места были свободные. И потом уже во время переселения народов, уже когда начали их сжимать территории, сжимались и дошли до современной сегодняшней территории. Поэтому у нас есть вот различия небольшие в диалектах, вот эти вот некоторые вещи, небольшие различия у нас как раз таки есть только из-за этого. Это вот моя личная гипотеза, потому что иначе говорить о каком-то едином народе, который там от Кумы до Сулака проживали, это огромная территория. Как их сдерживать? Каким образом сдерживать? Тут непонятно. А если и были такое, где была столица, кто был общим там представителем? Если это был Мехтел в то время, допустим, возьмем до нашей эры, то где он заседал? Что происходило? Тут многие вопросы не рассмотрены. Поэтому надо об этом понимать. С праздником, товарищи! С праздником тебя, Матеев! С праздником ветеранов Великой Отечественной войны! С Днем Победы, Дьохан! Есть такое дело. Одно из преимуществ всадников монголов было связано с периодом, когда их армия научилась стрелять из лука на скаку. Ну, об этом я как раз таки говорю. Такая же история с другими правителями Римской империи. Было когда-то самым влиятельным государством, думаю, еще. Но это касается... Ура, ура, ура! О! Ногчи тайп алро. Знает, братишка, как надо себя вести. Мы не говорим о государствах или империях. Конечно, были могущественные империи. Римская империя была, Османская империя была. Мы не об этом. Российская империя была, Британская империя была. Несмотря на сегодня маленькая, Испания была великим в свое время империей, которая там открывала новый свет. Португалия была. Но те государства, которые открыты, Южная Америка, Северная Америка и так далее и тому подобное. Мы не говорим и не принижаем их историю. Конечно, это все было. Это однозначно. Но мы говорим об империи, которых не было по размерам вот, в древней истории ни у кого. Даже история Александра Македонского, даже если это так, хотя сегодня некоторые ученые начали доказывать, что на самом деле империя Александра Македонского не была настолько могущественной, что многое там приукрашено. Потому что мы не находим доказательства в никаких древних записанных исторических архивах, кроме как ссылки на самого себя. Но, несмотря на это, к сожалению, такой империи, как у Чингисхана, ни у кого не было. Ни у кого. Нету просто таких аналогов. К сожалению, я на территории
проигравших загнивая. М.М. Матеев. Ты на территории проигравших не загниваешь. Ты на территории, на самом деле, тех, кто проиграл, но смог достойно выстроить. Ты не забывай, что Германия, она начала не только Вторую мировую войну, она начала точно так же и Первую мировую войну. Это государство... Очень странно слышать, да? Начала две мировую войну, две войны проиграла Германия. Япония тоже была в Первой мировой войне, Второй мировой войне. Оба раз проиграла. И Германия, и Япония сегодня являются одними из ведущих экономических стран мира. Это очень странно. А победительница, ну, знаете, когда-то и Древнеримская империя была тоже, вплоть до Великобритании она имела остров, да, был у них. Но где сегодня потомки итальянцев, которые в экономическом упадке находятся, вечно не хватает денег, в кризисе, Италия не самое богатое государство. И где тот же ее доминион, который находится в Великобритании. Вот. Великобритания одна из тоже ведущих стран мира, а где Италия? Вот так вот. Где, вот мы же говорим, самая могущественная империя была у Чингисхана, и где сегодня Монголия? Кто вообще сегодня считается с Монголией? Да никто не считается. То же самое. Даже тот же Китай сегодня просто-напросто, если захочет, и все. Мне кажется, с Германией жилось бы лучше, чем у нас. Но Аллах знает лучше. Знаете, Вежрей, я не знаю ответа на этот вопрос, конечно, Аллах знает лучше. С кем бы жилось лучше, с кем бы жилось хуже, это зависит от ментальности людей. Немцы очень педантичны, немцы очень много работают, немцы очень грамотный народ. Были бы они мусульманами все, это было бы вообще великолепно. Но и минусы есть у немцев, как и у любых других народов. Вот. Да, базара нет по науке, образованию, мужестве. Им нету в Европе ни одной нации. Равных им нет. Как бы там ни говорили итальянцы, французы, те же англичане, но с немцами им не сравнится. Вот. С немцами им не сравнится. Французов своя изюминка. У испанцев вообще, итальянцы тоже своеобразные, но немцы это вот эталон на самом деле. Ну, видишь, свобода 8. Понимаешь, в чем проблема? Германия не такое. Смотри, чтобы ты понимал. Германия по территории это как одна Иркутская область в Российской Федерации. И то Иркутская область по территории больше, чем Германия. Но там проживает 80 миллионов человек. Трудолюбивые, очень принципиальные люди. Но можно ли сказать, что они там глубоко верующие? Нет, конечно. Не скажешь. Европа в плане духовности, она очень сильно потеряла. Реально потеряла. Может, кому-то понравится, кому-то не понравится. Церкви продаются, закрываются. То есть люди уже отходят от веры. Разницы нету. Протестантская она, католическая она, православная она. Отходят от своих как-то верований. То есть набожности их сильно нельзя там, как бы сказать. Это люди, которые живут современным образом жизни. Мы их не осуждаем, мы их не хвалим, мы говорим то, что есть как факт. Факт остается фактом. Но, несмотря на то, что они живут так, одна из ведущих экономик мира, ведущих стран мира в экономическом плане.
И не забывайте, что даже после объединения до сих пор объединилась Восточная и Западная Германия. До сих пор жизнь в Западной Германии, хоть и грязнее, но намного богаче считается западная часть Германии. И их земли считаются одними из самых таких привлекательных, богатых земель. Поэтому нужно это понимать, нужно это тоже знать. То же самое и во Франции, то же самое может быть и в Испании. Чем Европа, чем Краснодарский край? Не знаю. Честно скажу, по красоте, по богатству, по масштабам такого государства, как Россия, нет. Стоит отдать должное, это так. Но оно не густо заселенное. Русские, стоит отдать должное, имеют очень мало прав. В России русские очень сильно ущемлены. Когда мы говорим русские, мы там начинаем всех под одно мазать. Но на самом деле это не так. Сами чистые там славяне, они немножко иначе выглядят и живут они иначе. И верование у них немножко иначе. Поэтому не знаю, виноваты ли во всех бедах русские, я бы не сказал. Каждый же свое любит хвалить. Снова же я говорю, каждый свое. Поедьте куда-нибудь в регионы за Урал, там каждый якут считает себя отдельным, там другие себя считают отдельным. Конечно, видел староверов, видел, слушал, видел их руны, много чего видел. Конечно же, главный бог староверов, если я не ошибаюсь, ну или староверов, или язычников, Перун, кажется. Да не виноваты пиндосы, никто не виноват. Я не знаю. Виноваты, наверное, лень. Лень виновата. Вот так как-то дела. А иначе никак нельзя назвать. Давайте я посмотрю, что за вопрос у вас. Барт маршал хирболу ао бийцан вайк оман хуня гойтер бара. Барт маршал хиле. Барт маршал, мы должны ставить интересы своего государства выше интересы личных своих, выше интересов тейпа. Вот тогда, когда у нас будет свое государство, многое изменится в лучшую сторону. Надо в первую очередь ставить ставку на образование надо. Вот. Это в первую очередь. Не поддаваться на провокации, не участвовать в военных конфликтах ради пиара или ради того, что могут сказать там. Нам приходят и предъявляют, нам говорят, вот здесь несправедливость, ты иди и решай за нас. А почему он сам не решает эту несправедливость? Почему на этот вопрос никто не ответит? Нет, потому что кровь прольется
у него на родине. И землю потеряют они, и так далее, и тому подобное. Нет. Рисковать жизнями ногчи народа проще. Рисковать территориями ногчи народа проще. Понимаете? Вот и элементарный ответ на любой вопрос. Не нужно стремиться идти разбираться вместо кого-то. Не нужно стремиться идти бежать ради кого-то впереди всего. Мәді гучуоле, мәді дәхуйттардуай, мәді гучуаллаца, будем строить себе дом, свою республику и все остальное. Как сказал один очень умный ученый алим, когда ему подошел, это еще в начале, еще в 11-12 году, как раз в Сирии, когда это все начиналось, вся эта тема, я ему задал вопрос, кто же прав в этой ситуации, что происходит там. В то время я этого человека очень сильно уважаю, ценю. Инсмечался, он был дегдичен. Может, уехал, может, нет. Он сказал, мой тебе совет. Когда появится имам Махди, это будет война за ислам. А до этого любая война – это всего лишь политика. И будет ли это реально каким-нибудь газоватом, джихадом, здесь черт ногу сломит. С тех пор я запомнил это железное правило. Если будет имам Махди, тогда можно отдать свою, как говорится, душу. А до этого времени я считаю, что каждый ногчи должен деша, деба, даха. Как сказал Авторханов, это его правило. Я не знал этого, клянусь Аллахом, не знал, оказывается, он тоже это сказал. Но для нашего народа самое главное вот эти три правила. Деша, деба, даха. Но я бы, может быть, еще и добавил четвертое, да. Дашер, вообще дашер, дизер, дахар. Поэтому, если мы пытаемся что-то говорить, ой, пайдендек да, деш диз, вообще даш диз, алсам берштейт диз, дал данистир душун. Сами сквистервачун. У нас не такой большой народ, нас всего 1,5 миллиона. Уах, берштейт, при ялх, ворх, и разницяц, уах дает беш. Шей возможностей, ела мукшалела. Это шей буадаби, нохчи. Нохчиш го, нохчиш мари барби, нохчиш лабайт хак барби. Қидоғас қимеч кши үште барби богдат. Ши қомхдаш. Шей ла ши аяли, шей гиоғи и яли, шей әхтобу и зуда яли. Но беш алсам хлет. Дал данистур душон цер дахар. С учетом того, что вой бусулду Аллаха ти, что вой махка, война диеша диаш, образованный дош, беша дош. Тэхи езвой. Це їздив голодранче і дахец, ще сар дірбуш, іш бачу нас пючбеш. Ще де нана, де қунах валах, нохчу қунах, нан, нохчу юзи нана ела, нан цах галч Аллах турбуш, ще напхда ваш халқи урбу дүйштерду, дас риц қансани ғодирду. Цажим мац ашкугште хетте чане қида, дал ғодирду масуманте. ويدو بدريات بيش وعدا تناخن بالي دول دخيت سر مداس نركا معنيت الكاغور ايش سيوش ايش ديش شولا تسعات سدويش عطار ولادو هرقام سيسا سدوقش نورمالنا خيو بيش في ويدايش ايتا شيتا بويسخري اس وشخلق بويسخر بينو بويسخر وي اس вошхалацин. Я не знаю, про сестер я не слышал. 10 человек. Какой род после себя он оставил? Я имею в виду, там сейчас Мусаева, разные фамилии шуршбуш. Дзерем хара чойк эсгбеш салла. Да, ушурма хилчухтерду бер. Но хида берш, темш беш, он молодым умер. Не осталось.
تامي بيبو تتحيو تاقا اشت تحيي شيتشا همدو تحيي خليز وعاخينا زودات سيالوش واخين أعدقق أميلش درخت سنة بيد بات فزعي تحييت تا شيء قو خزيبة تا مينيموم دي بيردت يوعي لك أنت ولا بيدات دي شيت حيقدلوش تقدي так нормально донесло в душу. Поэтому сегодня мы можем быть эгоистами и жить ради себя. Вот. Это одно дело. Я не хочу быть нарциссом, я не хочу быть эгоистом, жить ради себя, ради своей сойбо, что себе дом построить. Это ничего из-за этого до добра не доводит. Вы можете построить 10-этажный дом, вы можете иметь 10 Бентли, но если ваш народ и ваша республика не будет развиваться, кто-нибудь нападет, отберет 10 Бентли, взорвет ваш 10-этажный дом, уничтожит все, что у вас есть. Запомните самое главное правило. Прежде чем разбогатеть и говорить о своем частной собственности и что-либо, вы должны стремиться установить государственность свою. Разница республики, уж отдельно государство, я вообще говорю. Если у вас в государстве будет порядок, построить дом и оставить что-то своим потомкам возможно. Если вы считаете, что государство пофигу, пофигу, будете себя вести устраненно и говорить, что это нам вообще не нужно, все время есть элементарные примеры. Когда государство живет в хаосе, всегда ты должен иметь оружие, ты не имеешь своего ребенка в садик, его украдут, не имеешь права отправить другого в школу, украдут или убьют, потом палец пришлют, ухо пришлют, это бандитская жизнь. Это бандитская жизнь, невозможно жить по этим правилам. Это со времен монголо-татар внесли в наше общество. Что-нибудь украсть, быстро напасть, привести, это не действует долго. За все нужно отвечать в этом мире. И Всевышний Аллах это не одобрил, если это не какие-то конкретные военные действия, где ты там можешь брать завоеванные. Но эти времена тоже уже закончились. Таких войн сейчас нету ради религии, ради чего-то, потому что войн нету. Поэтому что нужно делать? Живем в государстве, укреплять государственный строй во благо своего народа. Потом уже индивидуально можете строить себе дом, покупать машину, частная собственность. Без государства строить новому завоевателю дом или ему подарить машину нету смысла. Молодыми мы не всегда остаемся. Не забывайте об этом. Как вообще происходит система обогащения? Ты зарабатываешь пока молодой, а потом хочешь потихоньку отдавать своим потомкам или дом строить или что-то. Вы будете зарабатывать все, пока вы молодые. Сделали, заработали. На старости лет, когда вы не сможете воевать, когда вы не сможете ничего делать, придет какой-нибудь наглец, скажет: все, теперь это моя вотчина, освободи дом, отдай машину. Ты работал на этого, на Ваню, Петю, без разницы, на кого ты работал. Ты работал в то время против нас, Аллах. Домой, на старости лет ты останешься. Без всю свою молодость, всю свою жизнь ты отдал. Ради чего? Ради того, чтобы на старости лет все досталось каким-то проходимцам, бандитам, что ли? Нет, всегда нужно думать. Человек должен быть государственником. Поэтому я призываю новый народ, чтобы всегда думали о своей родине. Чтобы они думали о своей республике. Лидер мабалит, халах сюли мабалит, арбуай мабалит, кибеш мабалит, нохчи чуи, нохчи халбелаш, нохчи бош, емах бош, кешнеш дош, лам бош, бауёш, ядик иструдиш дуй. Правильно, Чечения. Как сказал один писатель, наше имя забыл, размножаться надо, а землю матушка России.
Смешной, конечно, афоризм, но из обязательно. Алейкум салам, нормального. Как изменить ситуацию с тем, что нет авторитетов, имеющих власть в районах, отдельных населенных пунктов, вследствие этого ложные авторитеты, ложный принцип? Нет, авторитеты появляются. Вы знаете, как мы выбираем авторитеты? Авторитетов сейчас нынешние, я не буду говорить про политическую деятельность, мы говорим о гражданской позиции. Сегодня мы по гражданской позиции выбираем авторитета, у кого бабла много. Мы не смотрим, как он заработал ли он своим умом, сам умеет ли он структурировать государственные органы, бизнес. Если выбирать по кошельку, никогда не будет невоспитаемых патриотов. Если мы будем выбирать людей, которые умеют планировать, которые умеют развивать, которые умеют вести муниципалитеты и остальные структуры по образованию, это уже будет совсем другое. Тогда можно будет говорить о том, что мы воспитали. Человек любит ли свою родину. Посмотрите, насколько он готов уехать. Что он делает, чтобы что-то изменить у себя. Вот по такому характеру нужно. Это мое личное мнение. Я вам говорю, если вы говорите. Но это же гражданская позиция. Мы не хотим выйти лишний раз на улицу, субботник сделать. Я не про всех говорю. Чеченстан неправильно. Нету такого слова Чеченстан. Стан это вообще не наше. Войдать это ваше вообще. Нохчичуя правильно. Ни Чечения, ни Чечня, Нохчичуя. Да и мах Нохчичуя. К сожалению, осталась 1 минута до конца эфира. Вежри, сейчас у меня немножко и финансовое положение не лучше, поэтому 2 часа эфира, я думаю, пока достаточно. Что масан дересхил донат я Аллах да оставил. Я по мере возможности, по мере своих финансовых возможностей попытаюсь сделать эфиры, а так прошу бях мобил. Цундера, мы встретимся с вами обязательно. Постараюсь сделать завтра, если получится. Если не получится, так обычно пятница, суббота, воскресенье. Масан дересхил. Вопросы можете писать в директ. И обязательно отвечу. Знаете, кто знает, пишите, подписывайтесь. Не забывайте подписаться, распространить, чтобы побольше подписывались на наш канал. Огромная благодарность всем 3, кто занатил. Ассаламу алейкум. Нохчи зучо, борзях канчо босавина. يا قليم وشيا مهرتا بجنجرا غتينا. أنا السلي ناقبل اللي على بقلبنا. نخشي مخكخ بيرح بينا دزلدنا. أنا السلي ناقبل اللي على بقلبنا. نخشي مخكخ بيرح بينا دزلدنا. Nohçi usoler mantona demek ırla xilagina. Kop qetirna tolna xuyruş sayday mehkasila dina. Kayheşana merzi xaça dega yavxosa qoina. Bastaq çolna diqan bosuş sa'azulam zadidana. Kayheşana merzi xaça dega yavxosa qoina. Bastaq çolna diqan bosuş sa'azulam zadidana.
Lohçi uso maşır kuyusuz daymek kaça tobudina. Sonlaya mırt vasıl gittir kaçak yetiş sayıkırvina. Sayde da kaça kurdu suçta disita yok yakina. Azıp hügulay hülaçul lette valar ezhillu. Sayde da kaça kurdu suçta disita yok yakina. Azıp hügulay hülaçul lette valar ezhillu. Lohçi uso kudinina saletta ço irse koçoş. Bartta biyazam yah atiyasham bitse bina vakır doçoş. Lohçi uso tanna koma olak çünse gamo yoçoş. Mahkak vella halka khadda teqil khila amil doçoş. Lohçi uso tanna koma olak çünse gamo yoçoş. Mahkak vella halka khadda teqil khila amil doçoş.